родился в 1978 году, в июне месяце. Все детство и сознательную жизнь свою прожил в городе Якутске, на улице Якутская, 11, в деревянном 4-квартирном доме. Как и все мальчишки, рос на улице, занимался боксом, плаванием, учился в 23-й школе. Отличником не был, но учился хорошо. С 93 по 95 год учился в колледже строительного профиля, это бывшее 14-е училище. Закончил с красным дипломом. Учеба нравилась. Среднеспециальное образование получил специалист по бизнесу, предприниматель. Втянулся и увидел, что предпринимательская среда очень интересная, потому что она направлена на получение прибыли и на реализацию своих возможностей с пользой к людям. В период учебы в колледже летом работал на стройке, а зимой работал грузчиком. Совмещал учебу и работу. В 1995 году поступил в якутский филиал Московского юридического института, в простонародье в школу милиции. При этом работал следователем в следственном отделе управления внутренних дел на транспорте. Работа нравилась, хорошей карьеры добился. Из 34 следователей в Сибири и Дальнего Востока попал в 5 по раскрываемости и направлению дел в суд. Имею благодарности и награды. С 2000 по 2014 начал заниматься предпринимательской деятельностью. Я из простой семьи. Так что потом решил себя попробовать в строительной сфере. Ну, был еще молод, но самый большой вклад, который я сделал для своего района, под руководством своей мамы, мы занялись очень сложным и ответственным делом. Мы за 7 календарных месяцев снесли несколько сотен горелых, аварийных, незаконно построенных кладовок, вывезли весь мусор с применением техники, рабочих и отсыпали. Люди остались очень довольны, что стало чисто, убрано. Сделали общественные туалеты в каждом дворе и сдали эту работу. Так что работать в этом плане мне понравилось. Я нашел себя полезным, приобрел опыт и пришел потом в мебельный бизнес, потому что мне понравилось работать руками. Я быстро сделал взлет по карьерной лестнице. И первый из предпринимателей нашей республики получил технический паспорт на производимую продукцию по ГОСТу Российской Федерации. Все это рухнуло в 2006 году, когда в 8:15 утра на объездном шоссе возле авторынка Лера водитель, который вез меня на работу, не справился с управлением и моей стороной. Скрывать не буду, я не был в тот момент пристегнут. Произошло лобовое столкновение, и я стал тем, кем я стал. Человеком с ограниченными возможностями по зрению. Диагноз, который мне присвоили пожизненно, это инвалидность 1-й группы. Поврежден симметрично зрительный нерв. Так что не все так гладко. Были несколько лет в моей жизни забвения, когда руки опустились и не мог ни ходить, ни говорить. Просто все рухнуло. И работа, и все вокруг. Очень сильно поправился и набрал вес больше 135 килограмм. Было сложно, но хватило мозгов одуматься и понять, что надо идти к тем людям за помощью, которые могут действительно направить, а не решить твой вопрос за тебя. В 2012 году я был вынужден, вступил в Всероссийское общество слепых, в общество городское инвалидов, Феникс, коммерческое общество инвалидов и партию «Единая Россия». Партия «Единая Россия» чего добился, что потянулся к людям, которые действительно делают дело делом. И за короткий срок сначала стал сторонником, потом членом партии, потом руководителем своего отделения. На данный момент занимаюсь тем, что продвигаю в нашем городе очень важный и нужный проект, который, уверен, будет приносить большую пользу жителям нашей республики.
Что мне нравится в нашей партии «Единая Россия», что я общаюсь с очень энергичными, продвинутыми людьми в нашем городе, у которых учусь работать, решать задачи, достигать поставленных целей. Потому что я реально вижу, что мои товарищи, старшие товарищи, делают очень много полезного, значимого для жителей нашего города, для всей нашей республики, конкретными поступками. И мы с моими друзьями, с однопартийцами, сделали тоже свой маленький вклад в благоустройство территории нашего города. Это вот эту детскую площадку. Здесь, в Сайсарах, она действительно нужна детям, потому что красочная, антивандальная, современная, модная и радует соседских детишек, которые собираются на ней и проводят вместе время. Женат, молодая жена красавица, воспитываем 2 детей. Сыну 7 лет, в этом году идет в школу. И маленькая доченька у нас еще, будет скоро 2 годика. Так что я папа 2 маленьких детей. Так что полезные дела делать нужно и правильно. Потому что, честно говоря, в наше время, по-моему, это модно. Вести правильный образ жизни. Времена изменились, и у нас есть хорошие примеры в нашей стране. Что сделал за последние 5 лет? Не курю, не пью. 6-й год. Плаванием занимаюсь в бассейне «Самородок», за что благодарен руководству и всему коллективу. В прошлом году поставил среди любителей по городу рекорд по подводному плаванию. Следующее. В поселке Табага под детям и юношам оборудовал спортклуб спортивным инвентарем, тренажерами. Естественно, от нашей партии все это передали, чтобы детишки развивались. Что еще сделал? Участвовал в реконструкции объездного шоссе на авторынке Лера. Не просто он так какую-то ерунду рассказывал, а именно в том месте, где потерял зрение, пришел к проектировщикам и попросил, что надо сделать так, чтобы больше там никто не страдал. Потому что для меня это отпечаток на всю жизнь. Люди меня услышали и подал документы на заездной карман для автобуса маршрута номер 18. Но некоторые чиновники, наоборот, палки в колеса пихали. Получил 4 отказа на комиссии. А 5-й раз согласовали, потому что сделали перепроектировку еще раз на несколько метров дальше и согласовали большой заездной карман. Так что после реконструкции будет место большое, где останавливаться автобусом. А временное было то, что я расчистил площадку, забетонировал, сделал заездной карман самостоятельно, за что мне были благодарны водители всего маршрута 18. Со своей стороны придерживаюсь такой фразы, которую слышал много лет назад от первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Мне очень она понравилась. Живите и мыслите глобально, а делайте локально. Я долго переваривал, что это за смысл этих слов, и для себя понял. Так что придерживаюсь этого мнения и внедряю его в жизнь ежедневно. Живите активно, думайте позитивно и оставайтесь сами собой. Ваш Сергей Хромов.